В экстремальных условиях находится и главный источник электроэнергии Центрального района республики – Якутская ГРЭС. Зимой, когда морозы за 50, все оборудование должно работать безупречно. Даже небольшой инцидент может повлечь за собой крайне нежелательные последствия для потребителей. Машинисты-обходчики делают чаще обходы, смотрят, чтобы не заморозились какие-то вспомогательные системы. Машинисты ГТУ более внимательно смотрят за режимом работы основного оборудования. Это единственная в мире электростанция, которая работает в климатической зоне, где перепад летних и зимних температур составляет 100 градусов. К тому же Якутская ГРЭС находится в зоне вечной мерзлоты. Здесь фундамент заменяют бетонные сваи, а охлаждение оборудования происходит за счет забора воздуха снизу. Столько экзотики, пожалуй, нет ни на одном энергетическом объекте. Во время монтажа пуска было работающих до 1200 человек. Якутскую ГРЭС начали строить в 1966 году. После долгих исследований и споров решили возвести первую в стране газотурбинную станцию. 30-69 года мы начали пускать, и разорвался газопровод. Пуск не получился. На ликвидацию досадной аварии были брошены все силы. Вместо кануна Нового года торжественный запуск ГТУ-1 состоялся лишь 9 января. Пуск первой турбины, 25 тысяч киловатт газовая турбина, они, был как воздух. В конце этого же года начала работать вторая установка. А еще примерно через год станция вышла на проектную мощность. С вводом в строй 4 газотурбин острый дефицит электроэнергии в центральном энергорайоне был снят. Почему так здорово у нас получилось на Якутской ГРЭС? Потому что абсолютное большинство было единомышленников. Все были увлечены этими газовыми турбинами. Они другого не представляли. Газотурбинные установки быстро запускаются и набирают нагрузку. Это качество трудно переоценить в условиях изолированной энергосистемы. При аварийной остановке без повреждений ее можно вновь запустить и набрать полную нагрузку всего за 15-20 минут. Чрезвычайно важный фактор для района Крайнего Севера. Любая установка может производить воду или пар для системы отопления за счет утилизации тепла уходящих газов. И это все при относительно низкой себестоимости. Боязни в том, что произойдет какой-то катаклизм на Якутской ГРЭС, нету. А ответственность, да, она колоссальная. Станция все время развивается. Позади несколько масштабных реконструкций. Внедряются автоматизированные системы управления. Это существенно повышает экономические показатели ГРЭС. Застоя никакого не бывает. Такого, чтобы работаешь с одними и теми же бумагами, с одним и тем же оборудованием. Нет, тут все меняется очень быстро. Поэтому интерес такой не пропадает. Важной составляющей частью работы энергетиков является своевременный ремонт и профилактика действующего оборудования. Все это позволяет обеспечить его высокую степень готовности. Энергоремонтная деятельность требует участия высококвалифицированных сотрудников. Самые трудные и напряженные периоды приходятся на время капитальных ремонтов турбин и генераторов. Необходимо использовать новейшее оборудование и инструменты, диагностические приборы, тяжелую грузоподъемную технику. В то же время главным инструментом специалистов остаются их знания, подготовка, опыт и смекалка. Эта колоссальная ответственность за качество проводимых работ возложена на молодое предприятие – Якутскую энергоремонтную компанию.